В эфире БСТ, проект «Интервью», в студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. Финансовые мошенники похищают не только деньги у людей, но еще и вешают на них кредиты. В итоге человек остается с долгами. Как обезопасить себя от этих злоумышленников и как обезопасить себя от ненужных ему кредитов? Об этом и не только нам расскажет гость нашей студии Альфия Шарафудинова. Это пресс-секретарь отделения Банка России в Республике Башкортостан. Альфия, добрый день. Добрый день. У нас появилась в России такая замечательная услуга, если ее так можно назвать, да, как самозапрет на кредиты. Что это такое вообще и зачем она нужна? Да, действительно, это услуга. Она дает возможность каждому совершеннолетнему гражданину, россиянину, установить самому себе запрет на получение кредитов и займов в банках и МФО. Эта возможность действует уже с 1 марта этого года, то есть как раз 4 месяца. Что дает эта услуга, которая в народе получила название «самозапрет»? Она поможет гражданам защитить себя от кредитов, первое, которые на них, скажем так, повесили мошенники, завладев их персональными данными. Ну, допустим, вы потеряли паспорт, да, или, допустим, мошенники получили доступ к вашему онлайн-кабинету в банке, да? Либо, допустим, те кредиты, которые мошенники вешают, скажем так, на вас, применяя методы социальной инженерии. То есть все мы наслышаны, не секрет, что мошенники владеют психологическими приемами, которые позволяют им буквально манипулировать людьми, заставляя делать их то, что нужно мошенникам, а не самим людям. И третья категория кредитов, к которым мошенники отношения не имеют, это те кредиты, которые мы сами порой берем импульсивно, под воздействием какой-то минутной слабости. Вот от всех вот этих вот ненужных кредитов нам помогает избавиться самозапрет. Слушайте, ну это что-то похоже, вот по аналогии, как раньше, я извиняюсь, да, вот о социальным личностям, алкоголикам, наркоманам, мамы раньше писали в паспорте кредит не давать там на какой-то из страниц. Это вот что-то похожее получается? Ну, возможно, только более технологичная и закрепленная в законе. Норма, которая обязаны соблюдать все стороны, все участники этого процесса. Альфия, расскажи, пожалуйста, а как вообще можно получить эту услугу? Куда нужно обратиться, куда нужно прийти? И, возможно, какой-то все равно пакет документов необходимо при себе иметь? На самом деле никуда идти не нужно. Сейчас эта услуга предоставляется через госуслуги. То есть вы заходите в свой личный кабинет, будь то стационарное устройство, либо это мобильное устройство, находите там иконку, которая называется «Самозапрет на кредиты», кликаете на нее, подтверждаете свои документы, которые у вас уже есть в госуслугах, и формируется шаблонное заявление, которое вы направляете тоже путем простого клика в вашем личном кабинете. Затем вам приходит соответствующее уведомление о том, что услуга оказана, что самозапрет установлен. Действие самозапрета начинается буквально на следующий день после того, как вы подали заявление и как ваше заявление было принято в Бюро кредитных историй. То есть очень действенный способ такой защититься в первую очередь от злоумышленников. А вот что быть людям пожилого, преклонного возраста? Вот у меня, допустим, дедушке там 86 лет, он, к сожалению, вот в госуслугах не зарегистрирован. Вот мне нужно как вот привести его куда-то в какое-то отделение банка. Вот прямо в настоящий момент можно поставить такой самозапрет только самому себе в госуслугах. То есть, если у ваших пожилых родственников есть госуслуги, но они сами не могут разобраться, вы можете им помочь, конечно же. Но если, например, госуслуг нет и по какой-то причине их нельзя установить, то тогда с 1 сентября, то есть совсем скоро, появится возможность поставить такой самозапрет в офисах МФЦ. Та же самая процедура, те же самые возможности, только вы идете с паспортом в МФЦ. По старинке, как говорится, очно, при личном присутствии уже подаете свой документ, и там вам то же самое оформляют на тех же самых условиях, что и вот сейчас через госуслуги. А вообще эта услуга бесплатна? Я так понимаю, да? Да, эта услуга совершенно бесплатна для всех и всегда, и поставить ее можно любое количество раз, если, например, вы когда-то будете ее снимать. Может быть, были такие случаи, когда злоумышленники уже пытались кому-то позвонить, заявить о том, что давайте мы вам установим самозапрет на кредиты, для этого там продиктуйте на обратной стороне там трехзначные кодовые цифры вот эти. Да, Тимур, вы как опытный журналист, конечно же, правы. Как только появляется какая-то возможность, какие-то новые законы и прочее, конечно же, мошенники вокруг этого активизируются, и есть уже и такие прецеденты.
И, пользуясь случаем, возможностью, хочу сказать нашим гражданам, что никакая официальная госструктура, то есть никакой банк, ни сами госуслуги, никакое бюро кредитных историй вам не будет звонить с просьбой, с требованием установить самозапрет. Это делает человек добровольно, только сам для себя. Поэтому, если вдруг вам позвонили с такой просьбой, то это 100% мошенники. Сразу кладите трубку, не поддавайтесь на их эти уговоры. Угу. Альфия, перед тем, как готовились к этому интервью, возник такой интересный вопрос. А как банки-то узнают о том, что у меня стоит самозапрет? И получается, они потом не смогут тоже мне оформить кредит? Вдруг я захочу какой-нибудь телефон своей супруги, например, новый взять? Угу. Это похвальное желание. Отвечаю на ваш первый вопрос. Когда вы себе ставите самозапрет, эти сведения передаются во все бюро кредитных историй. Их в России несколько, и в каждом из них есть такая отметка. И перед тем, как выдать или не выдать вам кредит или заем, банки и МФО должны проверять эти бюро кредитных историй, нет ли там самозапрета. Если такой самозапрет установлен, и сведения об этом есть хотя бы в одном из этих бюро кредитных историй, то кредитор, организация, вам не имеет права выдать кредит. Если же вам на самом деле понадобился кредит, то тогда самозапрет можно снять. Ровно тем же путем, что мы его и поставили. То есть сейчас это через госуслуги. Вы также кликаете на эту иконку и дальше уже делаете не установку, а снятие самозапрета. Но хочу отметить, что снять самозапрет все-таки чуть-чуть дольше и чуть-чуть сложнее, нежели его поставить. Все это, опять же, делается из соображений вашей же безопасности. То есть, поясню, в чем здесь суть. То есть, если когда мы ставим самозапрет, мы можем подписать его простой электронной подписью, ПЭП, вы такую аббревиатуру увидите в госуслугах, то когда мы его захотим снять, нам надо будет снять его только обладая усиленной квалифицированной электронной подписью, УКЭП аббревиатура. Если у вас ее нет, то ее можно, в принципе, недолго, несложно сделать, скачав приложение «Госключ». И если самозапрет ставится на следующий день, после того, как сведения были включены в бюро кредитных историй, то снимется он не на следующий день, а через день. Опять же, все для того, чтобы человек... Понятно. Как раз-таки это для тех случаев, наверное, когда злоумышленники звонят и пытаются взять нахрапом, да, как говорится. То есть прямо здесь и сейчас, чтобы человек поддался на их уговоры и раскрыл, так сказать, все свои карты. Да, совершенно верно. То есть некий период охлаждения, в данном случае этот дополнительный день, который дается человеку, с периода подачи заявления до снятия, как раз-таки для того, чтобы человек все-таки, если вдруг находится под влиянием мошенников, осознал, что его хотят обмануть и, скажем так, не стал продолжать установку, снятие этого самозапрета. А самозапрет действует на все виды кредитов? Я имею в виду потребительский, автокредит, ипотека та же самая. Да, хороший вопрос. Самозапрет действует только на потребительские кредиты и на кредитные карты. Это ровно тот сегмент, который чаще всего атакуют мошенники. На ипотеку, на автокредиты, на образовательные кредиты с господдержкой самозапрет не распространяется. Почему? Потому что это кредиты целевые, и там деньги перечисляются напрямую организации, поэтому риск, что эти деньги как-то перехватят мошенники, он минимален. Поэтому даже если у вас есть самозапрет на кредиты, вы при необходимости сможете спокойно взять и ипотеку, и образовательный кредит, и автокредит. Самозапрет на эти кредиты, повторюсь, не действует. Это как давно этой услугой можно уже воспользоваться у нас? Самозапрета можно воспользоваться с 1 марта этого года. Альфия, честно говоря, ты установила себе самозапрет на кредиты? Я установила самозапрет буквально 1 марта этого года, как только появилась такая возможность. Да? То есть сама прошла весь этот процесс. Он занял у меня без преувеличения 2 минуты. Зашла в госуслуги через смартфон, нашла эту иконку, кликнула, подтвердила, мне пришло уведомление, я посмотрела там отчеты, то, что мне пришли от бюро кредитных историй. Все. То есть теперь я спокойна. Сразу после эфира придется съездить все-таки к маме, наверное, и помочь ей установить тоже самозапрет, потому что в первую очередь под звонки злоумышленников попадают у нас, как правило, люди преклонного и пожилого возраста. Скажи, пожалуйста, кому бы вообще ты бы пожелала бы установить самозапрет на кредит еще?
Ну, в общем-то, абсолютно всем, кто не собирается в ближайшее время брать потребительский кредит, либо оформлять кредитную карту. То есть тем, кто планирует брать ипотеку, как я уже говорил, автокредит, образовательные, это никак не помешает. Но если, допустим, вам прямо сейчас кредит не нужен потребительский, то лучше поставить самозапрет, и пускай он стоит. При необходимости вы снимете, через пару дней возьмете свой кредит. Но в условиях высоких ставок, которые сейчас по кредитам, наверное, все-таки брать кредиты потребительские надо только в случае какой-то крайней необходимости. Почему-то, мне кажется, не все еще жители Уфы, жители Башкирии знают про такую замечательную услугу. Да? Есть ли у нас какая-то статистика в Башкирии? Сколько человек уже воспользовались этой услугой? И вот еще один момент. Кто чаще воспользовался этой услугой? Все-таки молодежь или люди там 40 плюс, 50 плюс? Статистика какая-то существует? Да, Банк России проводил такое исследование. Это было, правда, вот не в июне, а спустя пару месяцев, как только вот начал действовать самозапрет. И по статистике получилось, что чаще всего в 70% случаев самозапрет оформляли люди, которым больше 40 лет. То есть те люди, у которых уже были, есть кредиты. Вот, молодежь чуть реже оформляла самозапрет. Ну, видимо, считая, что в ближайшее время все-таки они возьмут заемные деньги. Возможно, поэтому. Что касается нашей республики, наши граждане очень активно воспользовались этой услугой. И вот на сегодняшний день, по данным нашего Минцифры, самозапрет установили больше 380 тысяч жителей республики. То есть даже если мы берем все население нашей республики, это уже почти 10%. Это очень много. И на самом деле это похвально. То есть люди понимают, что это для их же защиты сделано. Еще отмечу, что в целом по России Башкортостан на 6-м месте по количеству жителей, которые оформили самозапрет. Есть ли реальный толк от этой услуги? Как у нас говорится, файда? Ну, я думаю, что польза, конечно же, очевидна. То есть, если даже брать на своем опыте, да, то есть я когда поставила самозапрет на кредиты, все-таки я стала спать поспокойнее, уже меньше опасаясь того, что вдруг я в один прекрасный, а точнее ужасный день проснусь и выясню, что на меня повесили кредит. То есть вот таких опасений у меня не осталось практически. Ну да, учитывая, что, как уже мы говорили, злоумышленники тоже не стоят на месте, идут в ногу со временем, пытаются обмануть, обойти. Спасибо большое. О самозапретах на кредит мы сегодня говорили с пресс-секретарем отделения Банка России по Республике Башкортостан Альфией Шарафутдиновой. Ну а вы оставайтесь на телеканале БСТ. Спасибо.